нас есть вот такая, знаете, аналогия, скажем, с событиями 1917 года. Там, да, в историографии есть точка зрения, что 17-й год был неизбежен, и, в общем-то, вся история России, как ни крути, вела именно к этому. Можно было говорить о том, что взрыв произойдет раньше, позже, но все это было детерминировано всем предыдущим развитием Российской империи. Вот. Но есть точка зрения, что это вот такая роковая случайность, что кабы не большевики, там, да, или кабы не война. Ну, еще там, есть да, что да, это... или будь война чуточку поудачнее, чем она пошла, глядишь, и можно было бы избежать, и Россия бы пошла совершенно... Ну, еще вообще говорят, что это британская разведка с немецким Генштабом, это вот кого очень... Да, безусловно, конечно, враждующие стороны, они так вот как-то договорились между собой в унисон, да. И если, скажем, германской разведке это было, безусловно, выгодно, то англичанам топить собственного союзника, это, конечно, сложный момент. Себе, да. Так вот, так же и со Смутою. У нас, с одной стороны, есть такая точка зрения, что это стечение роковых вот каких-то случайностей. Вот династический кризис случился, да? Гибнет царевич Дмитрий в Угличе, умирает, не оставив потомства, царь Федор Иванович, ну и, соответственно, кризис легитимности власти. Там, да? Избранный царь на престоле, смятение в умах. Вот если бы Рюриковичи московские были поплодовитее да поздоровее, то, глядишь, может быть, ничего бы и не было. Или тот же самый пресловутый